Все, сейчас вроде бы пишу корректно. Так, все, с этого момента мы пишемся. Давайте мы повторим домашнее задание, как в прошлый раз. Я сейчас буду диктовать слова на русском языке, а вы пишете, хорошо? Давайте так сделаем. Вы пишете в чате, а я тут диктую, в общем, продиктую. Так, итак, то, что мы проходили на прошлом уроке. Так, сейчас подождите, я загружу. Так, ну давайте, я читаю по-русски, вы пишите по-хакасски. Готовлю еду. Готовлю еду. Так, пишите. Готовлю еду. По-хакасски. Как будет по-хакасски готовлю еду? Дальше, следующая фраза. Варю суп. Следующая фраза. Варю суп. Так, да, так, ага, урта. Варю суп. Так, варю суп. Так, ага. Так, варю. Ну, по сущам, да, вот. Жарю картошку. Да, мину грехайначам уртем. Жарю картошку. Тикшем, да, вариант тоже правильно. Так, теперь жарю картошку. Жарю картошку. Так, Сарина урте. Так, урте, Юля урте, Толя урте, Анатолий. Так, дальше поехали. Дальше кипячу воду. Кипячу воду. Пишем. Кипячу воду. Так. Пишите, пока вы пишете, я... Так, кипячу воду. Да. Да, орта, правильно. Теперь сухай начам, правильно. Так, теперь следующая фраза. Режу хлеб. Режу хлеб. Сух, да, но Юля не дописала. Так, режу хлеб. Пишем дальше. Режу хлеб. Так, ага, урте. Режу хлеб, халас с чем. Так, дальше поехали. Готовлю стол. Ну, в каком смысле, в общем, на стол, налаживаю стол, можно по-русски, наверное, сказать, да. Так, готовлю стол, так. Ну, в хакасском языке это хорошо звучит, но по-русски как-то неудачная фраза, готовлю стол, не совсем правильный перевод, но тем не менее, смысл по-хакасски. Да, стол салчам, правильно, да, урта. Дальше. Грею еду. Грею еду. Грею еду. Грею еду. Так, пишем. Ага. Только не асх, а щис. Щис, зачем правильно, да. Асх это пища. А еда и асх, то есть щис и асх это разные слова. Щис это еда, асх, когда асх алчам, я когда, допустим, куда-то пойду, да, ну, скажем, в тайгу уезжаю, асх алчам, уже это пища. Не щис алчам, ну, щис тоже можно сказать, но щис хаде апаршам, хаде вместе, апаршам не сюда. Но лучше сказать асх кирак. Это уже когда в дорогу собираешься. Так, дальше. Кормлю семью. Кормлю семью. Так, кормлю семью.
Так, орте. Нет, чиси зачем? Кормлю семью. Так никто не вспомнит. Кормить. А вот, да. Правильно. Сөбіріні азырапшам. Да. Так, ну, в общем, поехали дальше. Давайте я зачитаю снова выдержку из газеты «Хабар», и примерно вы мне напишите, поняли или не поняли, о чем. Ну, коротко, просто надо будет пересказать смысл. Ну, там 2-3 фразы, да, 4 фразы. Но, в общем, я сейчас перехожу к чтению сообщения из газеты «Хабар». Итак, вы сейчас должны видеть мой рабочий стол. Так, и я включаю вот это вот сообщение, которое прошло сегодня в газете «Хабар». 28 сентября. Сегодня у нас так, 27, да? Так, вы все видите? Хармаче Ир называется. Хормаче Ир. Если все видите, так, там напишите 5. Пиструхспирнер, если видите мой рабочий стол, там, да, все, видите. Давайте я сейчас зачитаю. Сначала вы напишите примерно о чем, поняли, не поняли, что поняли, допустим, да, и потом уже займемся переводом, разбором слов, хорошо? Хормаще Ир. Хакас филармониясында шибіргісік сентябрьді 19 шаста Хормаще Ир. Иртер. Аны табыншоу проекттың арызшылары тимнепшілер. Көрік жилерінің көңінін Алексей Тарбастаев, Виктор Сагалаков, Андрей Тюкпиеков, Алексей Сагатаев, Пазы Каскар Чаптыков көдірірлер. Таланты голыр шалықай ирны хакас тілінің апарырлар. Шоқтырға керек. Табыншоу проект пылтыр чұртасқа керілген. Кізілер оларының ойынарына хынып шөршелер. Анзы тектің немес. Сцена сығарылған матырларды көрік жилер постарын, тұғын чағынарын танып алырлар. Танып алшалар. Аға қозы хакас шаяшылар ойын пастыры, амғы шұртастың ағырсымның сұрғыларын көтіршілер. Итак, я прочитал где-то, ну, пару фраз на русском языке. Пишите на русском языке, о чем это текст. Ну, можно предложение, 2 предложения коротко. Вот, основную идею, смысл. Просто напишите каждый, что понял. Так, да, Толя пишет. Ага, так, что ж, остальные кто? Можете еще, ну, в общем, пишите все, что вы смогли понять. Так, да, так, уртам. Ага, күміс пілдім. Да, күміс пілдім. Немножко поняла. Шахсы. Күміс пілдім. Сарин означает күміс. Немножко пілдім поняла. Пілдім понял. Так, и все. Так, больше... Ну, давайте еще минуту подождем. Хорошо. Так, ну, примерно ясно. Давайте пошли дальше. Теперь разберем подробно. Надо будет... Задача какая? Задача следующая. Вы здесь, конечно, для себя узнаете наверняка много новых слов. И эти слова, самое главное, надо будет запомнить желательно глаголы. Ну, желательно. Ну, смотрите сами, вот, что вы сможете запомнить. И давайте переводим. Хормаша Ир. Ну, давайте сначала посмотрим на афишу. Да, 28. Шибргасик сентябрьда. Обратите внимание, сентябрьда. Сентября. Да, понятно, месяца похожи, да? Сентябрьда. И вот сверху, здесь, ВГ Чаптыковтың адынан хакас филармониясында. Кроме адынан, ну, сейчас вообще-то и должно понятно, потому что в прошлый раз мы тоже зачитывали, и там Пушкин аднан была библиотека, если помните, да, про Абумова была речь. А тут Чаптыков аднан, филармониясында. То есть филармония имени Чаптыкова. Аднан имени.
Дальше. Хормаче ир. Хормаче это юмор. Ир вечер. А получается вечер юмора. Да? А теперь читаем. Хакас филармонизнде. Ну, тут глагол сначала, давайте рассмотрим глагол, потому что сначала надо посмотреть действие. Тимне пшелер. Тимне буквально готовь. Тимне. Тимне пше. Теперь вы знаете, это настоящее время. Лер множественного числа. Тимне пшелер. Готовят. Кто готовит? Араласщилары. Араласщи это участвующий. Араласщилар участвующие во множественном числе. Араласщилары участвующие и чего-то, да? Чего? Проектын. Участники проекта, получается. Проектын, да? Какого проекта? Табон-шоу. Аны переводится это, его или ее. Ну, мы сейчас тут второе предложение. Так, так, ладно. Так, Анны табон-шоу проектын араласщилары тимне пшелер. Итак, мы разобрали. Так, первое предложение у нас заканчивается вот здесь иртер. Так, Хакас филармония зынды. В Хакасской филармонии шибргасик сентябрьде, понятно, да, в сентябре. Ондохс, запомните, 19. Щасте, сейчас время. Щаста в это время. Хормаще ир, теперь вы это слово знаете. Хормаще юмор, ир вечер, да, юморной вечер буквально, а по-русски вечер юмора. Иртер, ирт это глагол проходи. Иртер будет проходить. Дальше. Көрекжилернің көңінін. Алексей Сагатаев, Виктор Сагалаков, Андрей Тюкпиеков, Алексей Сагатаев, Пазы Каскар Чаптыков. Көдірерлер. Вот в этот глагол көдір буквально поднимай. Көдірер будет поднимать, это будущее время. Лер множественное число. Көдірерлер, вот эти все названные актеры, их много, будут поднимать. Что они будут поднимать? Ну да, вот дословно. Көңнін. Көңні это буквально душа. Настроение. Көңнін настроение. Чье настроение? Көрікжи. Көрікжи это зритель. Көрікжилер зрители. Көрікжилернің зрителей настроение. Буквальный перевод. В общем, настроение зрителей и перечисляются вот имена. Да, вот эти вот товарищи, актеры будут поднимать. Таланттық оллар шалықай ирны хакас тілінің апарарлар. Дальше вот апарарлар. Апар буквально веди. Апарар будет вести. Апарарлар опять множественное число. Апарарлар будут вести. Кто будет вести? Оллар. Парни. Ол парень. Лар множественное число. Оллар парни будут вести. Оллар апарарлар. Парни будут вести. Теперь тильнам. Чем будут вести? Тиль это язык. Тилинам на языке. На каком? На хакасском языке. Хакас тилинам. На хакасском языке будут вести. Будут вести что? Ирны. Ир вечер. Ирны этот вечер. Шаллахай. Помните вот выражение шалахай ирна, да? Добрый вечер. В общем, вот это веселый вечер, какой-то светлый вечер будут вести на хакасском языке. Кто? Олар, талант. Надеюсь, это же вы распознаете от слова талант. Талант это талантливые парни. Вот талантливые парни в этот добрый вечер, по настроению хороший вечер, да, на хакасском языке будут вести. Так, дальше. Шохтирга кирек, запятая, табон-шоу, проект пылтыр, шуртасха кирильган. Теперь опять глагол кирильган. Кириль буквально вводись. Кирильган было введено, это в прошедшем времени. Ген это аффикс прошедшего времени. Кирильган было введено. Что? Проект был введен, да? Проект был введен, когда? Пылтыр. Пылтыр это в прошлый год. Пылтыр. Шуртасха. Шуртасха в жизнь. Шуртас жизнь. Шуртасха в жизнь. Табан-шоу проект
прошлом году в жизнь был введен, я перевожу буквально, табан шоуда. Щохтирга кирек. Что означает щохтиргирек? Это вводное слово «надо сказать». Кирек надо, щохтирга говорить. Надо сказать. Табан шоу проект в прошлом году был введен в жизнь. Да? Кызеллер, дальше читаем предложение. Кызеллер оларның ойыннарына хынып шершелер. Но вот тут глагол шершелер. Шер ходи, шерше ходит, шершелер ходят. Шершелер. Кто ходит? Кызы. Кызы человек, кызелер люди. Человеки, да. Люди ходят. Ходят как? Хынып. Хын, слово люби. Хынып любя, буквально, да. Ходят любя. Любя, что любя? Ойыннарына. Ойын, теперь вы это слово тоже должны знать, потому что в прошлый раз мы разбирали как-то, да, это постановка. Ойын. Ойыннар игры, ойыннарына на эти игры. Оларның, олар это местоимение третьего лица, они, оларның их. И вот получается, кызылер люди на их ойыннарына, постановки, игры, хынып шершелер, любя ходят буквально. В общем, они любят на эти постановки, на эти вечера с удовольствием. Да. Им нравится, людям нравится. Дальше. Анзы тихтан немес. Сына сығарылған матырларда көрекжілер постарын, туғын шағынарын танып алшалар. Предложение длинное довольно-таки, но тем не менее, давайте посмотрим. Анзы тихтан немес. Анзы это, тихтан немес это слово не зря. Немес это отрицание. Тик, зря, зазря, тихтан. Это не зря. Вот анзы тихтан немес, это не зря. Что не зря? Сцена сығарылған матырларда так көрекжілер. Опять видите, да, көрекжілер. Что делают? Танып алшалар. Танып ал глагол узнай. Танып алша узнает, танып алшалар узнают. Көрекжілер танып алшалар. Зрители узнают. Кого узнают? Постарын, пос свой, постар, как бы сами, да, постарын самих себя. Постарын самих себя. Туғын шағыннар. Туғын шағыннар это родственники. Туғын шағыннарын родственников. Получается, көрекжілер постарын, зрители самих себя, родственников узнают. Узнают. Так, смотрим дальше. Ну вот анзы тихтан немес мы уже разобрали, это не зря. И что они узнают? Сына сығарылған матырларда. Матыр. Матыр это буквально герой. Но в данном случае тут имеется в виду лирический герой, да, персонажи. Матырлар, множественное число, матырларда в этих персонажах. В каких персонажах? Сцена. Сцена это тоже русское слово. Сцена на сцену. Сығар выноси переводится. Сығарылған вынесенный. Да. В общем, на сцену вынесенные, на сцену вынесенных героев зрители себя, родственников узнают. Ну, я сделал такой буквальный перевод. Ну и осталось последнее предложение. Ага хузе хакас шаяшылар ойын пастыры амғыш хұртыстың ағырсымлық сұрғыларын көтіршелер. Так, давайте я думаю, один что ли, что-то говорю, так, последнее предложение, так меня видите. Еще раз. Ага хозе хакас шаяшылар ойын пастыры амғыш хұртыстың ағырсымлық сұрғыларын көтіршелер. Дальше вот опять глагол. Көдіршелер, этот глагол уже был. Көдір поднимай, көдірше поднимает, көдіршелер поднимают. Поднимает кто? Шаячылар. Шаячи буквально творец. Люди, занимающиеся творческим трудом. Шаячылар творческие люди, да. Хакас. Хакасские творцы, скажем так, да. Ага. Это местоимение к нему. Хозе. Добавление. Ага хозе. К этому хозе добавлению. Вот, ну, так, да. Буквально переведем. Хакас шаячелер, хакасские творцы. Ойын пастыре. Ойын игра, постановка. Пастыре через.
получается через игровую постановку амгы, современный, сейчас амгы переводится так, шуртастың, шуртас жизнь, из современной жизни получается, агырсымных. Агырсымных это болезненный. Сурыглар, это слово знаете, вопросы, сурыгларын, так, болезненные вопросы буквально поднимает, да. Еще раз давайте. Агахуза, вдобавок к этому, или добавляя к этому, да. Хакасские творцы, ну понятно, что артисты, ойын пастыры через игры, амгы шуртыстың современной жизни, агырсымных сурыгларын, болезненные вопросы көтіршілер поднимают. Ну, в общем, вот так вот буквально переводятся эти слова. Конечно, при переводе на русский язык, понятно, этот текст он будет оформляться уже сообразно русской логике, русской речи и русской фразеологии, понятно. Но мы сейчас, конечно, ведем разговор о хакасском языке, а в хакасском языке там нюансы, они другие. Ну, вы сейчас это видите, да. Ну, в общем, был такой текст. Да, вот сейчас Юля тоже заметила, что в хакасском языке глаголы, они стоят почти всегда в конце предложения. Это тоже одно из правил, фундаментальных правил. Надо это помнить. Ну и давайте сейчас запишем домашнее задание. Давайте вот домашнее задание какое? Надо будет, конечно, запомнить фразы, слова, основные базовые слова и глаголы. И теперь глаголы вот из этой небольшой статьи, из этого сообщения, да, надо будет запомнить глаголы и какие-то фразы. Ну, еще раз давайте обратим внимание на основные слова. Что нужно здесь запомнить? Ну, понятно, хормаче ир. Ир вечер, да, вечер юмора, хормаче. Дальше понятно, что көрікжи, основная логика көрікжи это зритель. Көрікжи, ойын, игра, допустим, да. Хакас тілінің апаршалар, хакас тілінің, на хакасском языке апаршалар ведут, допустим, да. Можете запомнить чалахай ирны, чалахай ирнын, помните, да, добрый вечер, это когда мы здороваемся, говорим чалахай ирнын. А тут чалахай ирны, этот вечер с таким хорошим, добрым настроением, можете запомнить, да, вот эти слова. Ну, в общем, көтшілер поднимают глагол, танып алшалар. Танып ал это сложный глагол, состоит из двух слов. Танырғы, буквально инфинитив, танырғы узнавать, танып ал узнай. Надо будет запомнить, что это сложный глагол, танып алшалар. Ну и наверняка вы теперь заметили лар, 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 да, везде лар, это множественное число. Ну и помните, что в хакасском языке фундаментальное правило, если в корне, допустим, алча твердые гласные, то лар тоже твердые, да, лар. А смотрите, көдірше лер, да, көдір поднимай, уже идет че, не көдір ша, да, лар, а көдірше, лер тоже уже мягкая. Вот видите, танапалча лар, лар твердая основа, а көдіршелер буквально поднимает, уже аффиксы прибавляются по мягкости звука, да. Вот эти вот фундаментальные взаимоотношения звуков корня и аффиксов, они вот всегда соблюдаются. Ну давайте вот сегодняшнее занятие мы на этом закончим. И знаете, вот я что у вас хотел спросить, я хочу сделать вам предложение такое. Готовы ли вы заниматься каждый день, но по 20 минут, также бесплатно? Вот ответьте на этот вопрос. Если вы готовы, я готов с понедельника по пятницу вести занятия на хакасском языке, вот по 20 минут. Сейчас мы где-то уже 25 минут просидели, да. Вот примерно так же, но по 20 минут. Знаете почему? Дело в том, что вот какая идея, вот моя идея. Конечно, когда мы 3 раза в неделю занимаемся, это неплохо, но если каждый день по 20 минут, мне кажется, это будет эффективнее. Почему? Потому что если каждый день, то складываются привычки. Привычки складываются быстрее, скажем так, да. А когда мы день побыли, потом 2 не побыли, потом 3 опять не побыли, то привычки складываются сложнее. А если каждый день, потом суббота, воскресенье отдохнули, ну условно, да,
то тогда бы как бы, в принципе, вот, мне кажется, это было бы хорошо. И я готов 20 минут каждый день вечером в 9 часов уделять время вот именно подобным образом. Но смотрите, увеличивается доля самостоятельной работы. Дело в том, что, допустим, так, то ли мне делает замечание. Быстро не говори, типа, да? Так, тоғырлы щеголь, да, тоғырлы щеголь, так, это означает, то есть не против. Вот я бы хотел предложить вот такую форму занятий. Если вы пропустите, предположим, вы пропустили, но просмотреть 20-25 минут будет проще, чем 30, 35, 40 минут. Если занятие пропустили, 20 минут будет проще. Ну вот такое у меня предложение к вам. Но еще было бы неплохо, конечно, если бы вы порекомендовали бы эти занятия. Я еще раз говорю, что они бесплатные, эти занятия, и другим, кто наверняка среди вашего окружения есть люди, которые не знают хакасского языка, но может быть они бы каким-то образом, может быть, заинтересовались бы, да, ну вот как-то так. Че сургулар парба? Прайниме пильдистык полды б. То, что я говорил, вот вопрос, смотрите, прайниме. Как переведете? Так. Пильдистык полды б. Прайниме пильдистык полды б. Вот, ну, конечно, тут еще трудность-то какая, я подозреваю, что каждый день вот... Я не могу переключиться. Сейчас, подождите, тут не могу. Ладно. Так, правильно. Так, ладно. У меня тут что-то некорректно отражается трей. Не могу хакасскую шит вытащить. Ну, в общем, сегодня у нас занятие теперь заканчивается. Это видео я выложу опять в группе. Вот смотрите, давайте вернемся еще раз в группу. Так, сейчас, подождите, на Facebook. Вот давайте выкладывать в группу вот, на страницу. Вот здесь. Тут кое-кто уже пишет. Так, вот Хакастеле. Вот сюда. Давайте еще раз я... Вот ссылка на группу. И это видео сейчас будет здесь. Я думаю, что наверняка буду дополнять видео прямыми трансляциями. У меня есть некоторая идея по хакасскому языку на выходные. Не знаю, получится, не получится, но в общем, на хакасском языке буду вещать. Не для начинающих, но как бы для тех, кто понимает. В общем, я попытаюсь сделать стрим. Может быть, в этой группе, не в этой, но может быть у себя в личке я выложу. Но я буду делать стримы на хакасском языке. Что значит стрим на хакасском языке? Это означает, что я возьму какую-то тему, предположим, это будут стихи, наверное, на хакасском языке. Это, конечно, сложновато будет для тех, кто только начинает заниматься, но это будет для продвинутых, тех, кто уже хорошо знает язык. И буду читать стихи на хакасском языке и пояснять смысл текста, зачем, что, почему. Наверное, начну сначала со своих стихов, потому что у меня есть некоторое понимание поэзии, что такое стих, что такое поэзия, и расскажу потом, конечно, о других стихах, о Моисее Романовиче Баинове, допустим, да, дам пояснения, и о других наших поэтах, и хочу просто начать рассказывать, что реально у нас есть интересного в литературе. Может быть, какие-то стримы будут посвящены хакасской музыке. Мне тоже интересно, у меня есть друзья, которые хорошо знают и, в общем, занимаются музыкой. Наверняка тоже будет, может быть, кому-то было бы интересно. Не знаю, но хочу попробовать. Пока не знаю, когда это все будет, но посмотрим. Ну, в общем, на сегодня тогда все. Алгыс ползен. Спасибо за внимание. И вот это видео, надеюсь, теперь у меня записано нормально. Оно будет выложено в группе. Сұрғылар шоқ болса, паза туғасқан же. Че аным жоқтар.